А что вот Путин думает про нас, когда он видит такие вещи, какие-то, ну, такие, мы не будем называть, вот, что Путин отдал приказ нападать на вот последние обстрелы были, да, вот мы где-то не назовем Россию впрямую агрессором, он как это воспринимает? Вот. Слушай, вопрос в том, что независимо от того, хотят ли здесь снять напряженность в двухсторонних отношениях, хотя я даже не знаю, после того, как они захватили 7% территории Украины, убили тысячи людей, я не знаю вообще, насколько допустимо использовать слово «напряженность». Ну, и тем самым как бы принести вот этот долгожданный мир, хотя у нас, я не знаю, кто-то должен дать определение, что для Украины мир. Это что? Ну, для меня это восстановление территориальной целостности. Не, ну на словах и для власти тоже. Мы же говорим про действия вот сейчас, да, а не про слова, да. Вот действия мы видим. Короче, вот эти все наши движения в таком ключе, они будут использованы врагом в своих целях. Никакого ослабления давления на того же Зеленского персонально не будет. И это нужно понимать. Любые вот эти вот слабости, поддавки, ужимки, типа давайте не нагнетать, давайте то, в любой момент, по сути, Владимир Александрович, а все-таки у нас хоть и президентская, парламентская система управления властью, но сейчас все держится на авторитете президента. И президент нашей страны сам себя делает заложником Владимира Путина, когда говорит вот в таком вот миротворческом ключе. Ну, то есть мы начинаем играть в его игру, по их правилам. Еще раз повторюсь, что я, как гражданин Украины, искренне болею за успехи любого президента Украины. А сейчас у нас президент Украины Владимир Александрович Зеленский. И он обязан нас защищать. Это в Конституции написано. Да, это его работа. Да.